калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. На глазах у зрителей развернулась целая история. Все началось с постановки, посвященной мирной жизни до войны, где показаны обычные заботы и радости людей тех времен. А тот, наверное, станет учителем. А я люблю петь. Я поступлю в консерваторию. Но идиллию внезапно прерывает трагическое известие. Началась война. Молодые артисты мастерски передали настроение первых дней. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города. Далее участники очень реалистично показывают боевые действия. Эта часть постановки не оставила никого равнодушным. На мероприятии зрители также услышали военные песни и стихи, которые тронули сердца многих. Спячий пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Сердце бьются слова отчаянно. Если б дед мой был жив, если б жив. Готовились мы очень долго, если честно сказать. Да, были моменты, что что-то не получалось, там, не выходило, но наши организаторы, наши учителя нам очень сильно помогли, совместно с движением первых, естественно. С напутственным словом к участникам и зрителям мероприятия выступил заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Юсуп Зурабов. Когда есть на кого равняться, всегда легко быть достойным жителям и достойным членом любого общества. Дай Бог, чтобы все военные действия, чтобы все, что угрожает жизни наших людей и безопасности нашего государства, в скором времени закончились. Организаторы отмечают, что такие мероприятия – это не просто творческое выражение памяти, а важный инструмент патриотического воспитания. Через подобные патриотические мероприятия прививается любовь к родине. А любовь к родине, я считаю, это означает любовь и верность к своей семье, своим близким, друзьям. Это любовь к своей малой родине. Эта насыщенная программа передала зрителям атмосферу военного времени и важность памяти о героизме наших предков, напомнив о том, какой ценой была завоевана победа. Марьям Бата, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.